Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как женщина получила удар ножом в руку, сделав замечание незнакомцу. Расскажем, какой вердикт вынесут мужчине, напавшему с ножом на судебного пристава в марте этого года, который пришел выселять из квартиры должника. На мою просьбу бросить ножик, он нанес мне удар в область сердца. А также молодой человек погиб на месте на огромной скорости, врезавшись в бетонные плиты в Варске. Столкновение двух мотоциклов в Казани и спор двух автомобилистов о том, была ли авария. Он показывает регистратор, а именно вот сейчас, что случилось, у него нету его, понимаешь? Это и не только прямо сейчас. Мужчина ранил женщину ножом в квартире одного из домов на улице Бондаренко в Казани. Такое сообщение поступило в полицию за час до полудня. На место тут же прибыли медики и полицейские. Врачи оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали. А стражи порядка установили подозреваемого и выяснили, что он уже был судим за убийство и только недавно освободился из места лишения свободы. Он строил из себя жертву и не хотел признаваться, что ударил 51-летнюю женщину ножом. Но сама пострадавшая скрывать ничего не хотела и тут же вызвала полицию. Вас избили? Да, мы избили. А кто избил вас? Вот рабочий дом. Это квартира своего рода рабочий дом. Люди тут живут бесплатно, выполняют разовые работы. Правда, и за свой труд получают не так много. Женщина рассказала, нападавшего раньше не видела. Он пришел к ним в поисках крыши над головой и работы. Был уже не трезв. За знакомство решили выпить еще. И тут гость стал вести себя шумно, грубить окружавшим его людям. Ему сделали замечание, но мужчине это не понравилось. Он, схватив со стола нож, порезал женщине руку. Он вас ранил? Конечно. А что случилось? У вас конфликт был? Нет. На место тут же вызвали скорую помощь и полицию. Стражи порядка задержали нападавшего и быстро выяснили, что за плечами у него немалый криминальный опыт. 42-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина ранее уже был судим за убийство. После освобождения искал средства на жизнь, так и пришел в этот рабочий дом. Процессуальное решение в отношении него будет принято после окончания проверки. Навсегда меня звали Александр Вольнов, вызов 112. Советский районный суд вынес сегодня приговор Артуру Якупову. Его признали виновным в вооруженном нападении на пристава-исполнителя. Напомним, 31 марта он с ножом в руках встретил незваного гостя, который пришел выселять хозяина квартиры на улице Магистральная за долги. Добровольно мужчина решение суда об освобождении жилплощади не выполнял. Дома владельца жилья не оказалось. Зато были несколько его друзей, находящихся в нетрезвом состоянии. В ответ на требования судебных приставов собрать вещи и покинуть квартиру, один из мужчин набросился на представителя власти с ножом. Говорят, что вот на пристава напали с ножом. Сразу после задержания мужчина пытался отшучиваться, но сегодня ему было уже не смешно. Ранее судимого Артура Якупова признали виновным в вооруженном нападении на судебного пристава, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, и вынесли приговор. Напомним, 31 марта 4 мужчин распивали спиртные напитки в квартире одного из домов на улице Магистральная в Больших Клыках, когда раздался звонок в дверь. Этот гость был незваным. Пристав-исполнитель пришел вручить уведомление о выселении хозяина квартиры из жилья за накопленные долги. Мы выдвинулись на адрес, постучав в дверь, услышали голоса, которые четко и громко сказали то, что не открывайте, пока мы не возьмем нож. После чего мы постучались еще раз. Дверь открыл двое мужчин, а один из этих мужчин держал в руке нож. На мою просьбу бросить ножик, он нанес мне удар в область сердца. Бронежилет спас Дмитрию Чугунову жизнь, но при задержании нападавшего он вывихнул руку. Несмотря на это, удерживал злоумышленника до прибытия полицейских. Соседи в тот день рассказали, что обитатели этой квартиры часто доставляли им неудобства. Они довольно маргинально себя ведут и покоя не дают. Сегодня буянили, с утра еще, наверное, с 10 точно. Может, дней 10 назад тоже
Насчет драки не знаю, но ссорились. В отдел полиции тогда доставили всех, кто был в квартире. Но больше всего вопросов было именно к Артуру Якупову. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти». Статья предусматривает вплоть до 10 лет реального лишения свободы. Суд признал обвиняемого виновным, но к максимально строгому наказанию решил не прибегать и приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы. Также в качестве компенсации морального и физического вреда он должен будет выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей. Приговор вступит в законную силу через 15 дней, если ни одна из сторон не решит его обжаловать. Рания Абдрахманова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Заброшенные гаражи загорелись ночью на улице Рахимова в Казани. Огонь охватил несколько строений, а дым окутал улицу Васильченко, куда его сносило ветром. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пожарные около получаса боролись с огнем, потом основательно проливали и очаг возгорания, и находящиеся рядом, но не тронутые огнем постройки. Эти сараи горят далеко не в первый раз. Причиной пожаров местные жители считают действия охотников за металлом. Недалеко находится пункт приема металлолома. И в заброшенных гаражах часто обжигают провода, чтобы лишить их изоляции. 22-летний водитель «Лады» погиб в страшной аварии в Арске. По предварительным данным, отечественная легковушка на высокой скорости влетела в железобетонные плиты. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Скорость автомобиля была очень большой, от «Лады» целой осталась только крышка багажника. Шансов выжить у молодого парня не было. Причину, по которой водитель набрал такую скорость и выехал с проезжей части, сейчас устанавливают следователи. С начала года в Татарстане в авариях погибли 152 человека. 2452 пострадали. 2 мотоцикла «Эндуро» и «Ямаха» столкнулись ночью на перекрестке улиц Спартаковская и Туфана Миннулина. По предварительным выводам автоинспекторов, виновником аварии стал 16-летний водитель питбайка. Он, двигаясь по улице Спартаковская, не уступил дорогу, как того требуют правила движения, и столкнулся с «Ямахой». В результате 37-летнего мотоциклиста, который ехал по всем правилам, и его 32-летнюю пассажирку с различными травмами доставили в травмпункт, откуда после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Управлять мотоциклом подросток не имел права. Водительского удостоверения категории М, необходимое для вождения подобных транспортных средств, у него не было. Митсубиси Паджеро и грузовой ДАФ не поделили перекресток улиц Татарстана и Сары-Садыковой. Внедорожник поворачивал направо, в тот момент грузовик ехал прямо. Водитель фуры уже успел проехать перекресток, но ему сообщили, что он зацепил иномарку. Ни один из водителей свою вину не признает. Он же не с прицепом, он, получается, большой радиус взял. Водитель фуры рассказал, ехал прямо по улице Сары-Садыковой. На перекрестке с улицы Татарстана остановился на запрещающий сигнал светофора. Тронулся на зеленый и уже проехал перекресток. Но его остановил водитель Митсубиси и сказал, что многотонник задел крыло внедорожника. Я знаю, что направо по Татарстану уходит, а мне прямо. Я ни поворот, ничего не включил. Тем более светофор стоял, на светофоре еще стояли. Он показывает регистратор, а именно вот сейчас что случилось, у него нету его, понимаешь? Водитель фуры уверен в своей невиновности. Говорит, ехал прямо, никуда не сворачивая, а значит и задеть кроссовер просто не мог. Водитель иномарки же от комментариев отказался. Свою точку зрения обоим водителям теперь придется отстаивать на разборе в ГИБДД. Ирина Васильева, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Пассажира «Лады Калина» засыпала разлетевшимся на мелкие осколки стеклом после столкновения с «Ладой Гранта» на кольце на Оренбургском тракте в Казани. Удар пришелся как раз в переднюю пассажирскую дверь и был довольно сильным. На место тут же вызвали скорую помощь. Удар пришелся в переднюю правую дверь «Лады Калина», там, где сидел пассажир. Дверь прогнулась в салон, а стекло разлетелось на мелкие осколки, которые и посыпались на человека. Чтобы исключить внутренние повреждения, на место вызвали скорую помощь, но от госпитализации пассажир Калины отказался. «Лада Калина» и «Лада Гранта» столкнулись прямо на Танковом кольце. Водитель «Универсала» ехал по кругу и хотел заехать на улицу Барнаульская. Молодой человек за рулем «Гранты» двигался по Оренбургскому тракту и решил, что в крайнем правом ряду мешать никому не будет, но ошибся. «Лада Гранта» в аварии пострадала меньше, чем «Калина», но водитель последний считает, что страховых выплат хватит для приведения автомобиля в прежний вид.
Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.